Премьер-лига в Уфе. Главный футбольный клуб республики поборется за путевку в элитный дивизион страны. Благодаря ничьей в матче с «Нефтехимиком» ФК Уфа за тур до окончания сезона обеспечила себе 4-е место в турнирной таблице. Таким образом, подопечные Игоря Колыванова финишировали в зоне стыковых матчей. Уже 18 мая в столицу республики приедет одна из команд российской футбольной премьер-лиги. Веселая сегодня и будет игра, и Михалев отправляет мяч в сетку наших ворот. Илья Михалев мог стать антигероем для башкирской команды. Его гол в начале матча оказался полной неожиданностью для хозяев поля. Встреча с «Нефтехимиком», решающая в сезоне, подопечным Колыванова было достаточно не проиграть. При таком раскладе заняли бы 4-е место. Нижнекамцы могли сотворить сенсацию, но гол Павла Аликина на 45-й минуте матча позволил взять одно важное очко и таким образом практически решить задачу. Получилось, пропустили необязательный гол, хотя имели в начале 4 момента стопроцентных, просто мяч не шел в ворота. Ну, осложнили, говорю себе, вот, пропущенным мячом. Хорошо, что в конце первого тайма отыгрались. Уфимский клуб сыграет в стыковых матчах, где спорит путевку в премьер-лигу с командой из этого дивизиона. Соперник определится 15 мая, но, судя по раскладу сил, им станет команда «Том» или «Самарские крылья Советов». Коллективы без явных фаворитов и звезд. Среди лидеров можно выделить разве что полузащитника крылышек Игоря Семшова, бронзового призера чемпионата Европы 2008 года. В Томе это Мартин Иранок, некогда капитан московского «Спартака». Подача, удар, Лосев. И все! Все! 1-1! Ничья, которая в такой ситуации равнозначна победе. Стыковые поединки состоятся 18 и 22 мая. Первая игра в Уфе, вторая в гостях. Результат определится по разнице забитых и пропущенных мячей. В случае неудачного для уфимцев исхода команда в следующем сезоне останется в первенстве футбольной национальной лиги. Если все же итог будет благополучным для башкирского коллектива, то горожане продолжат выступление на стадионе «Динамо». Если произойдет ситуация, то что Уфа выиграет в переходных матчах, мы будем играть на «Динамо», начнем. Сделаем боковые трибуны, которые будут, еще добавят 4500 зрителей. И мы пройдем сертификацию. Подробности перспективы выхода в элитный дивизион страны вы сможете узнать из программы ФК Уфа «Даешь премьер-лигу» 14 мая. Юлия Молюкова, Валерий Габасов, Башкирское спутниковое телевидение.